Топ новостей этой недели – подготовка республики к отопительному сезону. На особом контроле регионального стройжилтехнадзора те муниципалитеты и управляющие компании, кто в прошлом году остался без паспортов готовности к зиме. В черном списке контролирующего ведомства был Усть-Илимский район. Ксения Мишарина продолжит. Отопительные системы промыты, внешний контур домов залатали в проблемных местах. Сегодня многие сыктывкарские управляющие компании дают первые отчеты о готовности жилого фонда к зиме. На бумаге все красиво, по факту проблем много. И одна из них – долги населения. Собственники не оплачивают квитанции, ресурсоснабжающие организации не получают своих денег и наказывают прежде всего управляющие компании. Они просто подают в арбитраж, и без нашего присутствия принимаются решения, потом арестовывается счет. Соответственно, те люди, которые своевременно оплачивают коммунальные платежи, они потом страдают. Ведь со счетов управляющей компании деньги списываются в адрес ресурсников, при этом, что мы какие-то работы, запланированные по дому, по его техническому содержанию, обслуживанию, провести не можем. Впрочем, сегодня в Коми десятки многоквартирных домов до сих пор остаются без управления. И именно такие объекты на особом контроле регионального стройжилтехнадзора. В августе удалось одну больную точку закрыть. В Усть-Илимском районе наконец-то появилась управляющая компания. А ведь именно из-за отсутствия такой организации в прошлом году муниципалитет и не получил паспорт готовности к зиме. На территории Усть-Илимского района не было ни одной управляющей организации, и дома фактически находились без управления. В этом году создана управляющая организация, которая начала функционировать с августа этого года, начала функционировать в Усть-Илимском районе и готовить дома к отопительному периоду. И мы очень надеемся на то, что в этом году паспорт готовности к зиме муниципальный район Усть-Илимский получит. В Сысольском районе отремонтировать к зиме должны 11 котельных. Пока готовы лишь 7. Заменено 183 метра тепловых сетей, подготовлено 46 километров водопроводных сетей. Сегодня вопросы будущего отопительного сезона местные власти и ресурсоснабжающая организация решают ежедневно. Сельские поселения отрабатывают по жилому фонду, промывают жилые дома. Управляющие компании работают по многоквартирным домам. То есть работа проводится в комплексе. Все в соответствии с графиками, материалы есть, люди работают. Я думаю, опасений не будет. Войдем в зиму, как обычно, готовыми и пройдем, я надеюсь, безаварийно этот отопительный сезон. Управляющая компания региона паспорта готовности должна получить до 15 сентября. У муниципалитетов есть еще 2 месяца. К середине ноября все вопросы по ремонтам и готовности котельных должны быть закрыты. Ксения Мишарина, Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган.